Во-первых, нужно сказать, что человек – существо забывчивое, и ему постоянно надо напоминать. И во-вторых, нужно сказать, что человек социальный, сам по себе он жить не может, всегда он живет в обществе. И поэтому надо призывать к благому. Вспомним по этой теме аяты хадисы. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Уд'у иля сабили раббика бил хикмати валь мау'изатил хасана. Аллах сказал: призывай к пути Господа твоего, о Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, а также его последователи. Биль хикма, опираясь на мудрость, валь мау'изатил хасана, и прекрасное назидание. Призывай на путь Господа твоего, опираясь на мудрость или с мудростью и прекрасным назиданием. Это была сура 16, аят 125, Нахаль 125. В другом аяте сура Аль-Имран, 104 аяте, Аллах говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Вальтакум минкум умматун яд'уна иля аль-хайр». Пусть среди вас будет община, которая призывает к благому. Хадисы. Ан Аби Мас'уд аль-Ансари ради Аллаху та'аля анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Раваху Муслим. Имам Муслим передал хадис от сподвижника по имени Абу Мас'уд аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. В этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто указывает на благое, как будто сам... Нет, не так. «Фаляху мислю аджри фа'алихи». Ему дается награда в соответствии с наградой тех, кто совершает это благое. Вот есть такое понятие, как сетевой маркетинг. Некоторые спрашивают, это халяль или харам. Халяль. Вот сетевой маркетинг у нас здесь тоже есть. Если ты кого-то чему-то благому призвал, и этот благое сделал, тебе пишется награда. И тот благому призвал, тебе пишется 2 награды. И тот призвал 3, тебе 3 награды. И вот так идет сетевой маркетинг. Главное, чтобы то, к чему призываешь, было халяль. И то, что продаешь, тоже было халяль. Дозволенное, благое. Некоторые могут и дурному призывать. Тогда им грех тоже записывается. Об этом есть другие хадисы. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Раваху Муслим. Также имам Муслим, пусть Аллах будет милостив к нему, передал хадис, собрал хадис, классифицировал от Абу Хурайры ради Аллаху та'аля анху, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман да'a иля худа», тот, кто призывает к правильному пути, ему запишется награда, подобная награде тех, кто последовал за ними. И у последователей ничего не уменьшится из наград. Образно говоря, снимается копия благодеяний и записывается призывающему. У них все остается, а тебе записывается копия. «Ваман да'а иля далаля», а тот, кто призывает к заблуждениям, «кана алейхи миналь итhm»,
он получит часть грехов мithlu аthami ман табиаху, подобную грехам тех, кто последовали за ним. Валя янкусу залика мин аthамихим шей'a, и это ни в чем не уменьшит грехи тех, кто делали зло. Как бы говорят же, медаль имеет две стороны. Есть и положительные, и отрицательные. Поэтому надо быть очень осторожным и ни в коем случае к заблуждениям не призывать. И в суре Ясин Аллах тоже сказал, бисмилля рахман рахим, «Инна нахну нухиль маута», воистину мы оживляем покойников, «Ва нактубу ма каддаму», и записываем, какие дела они предоставили, «Ва аthарахум», и какие они следы оставили, какие примеры подражания после себя оставили. Если оставишь хороший пример блага, добра, и люди будут за тобой следовать, тебе подражать, тебе будет за это награда. Если оставишь, наузубилля, плохой пример, люди тебе в этом будут подражать, то тебе будет за это наказание. Поэтому надо действовать как шофер. Шофер смотрит вперед, лобовое стекло, чтобы кого-нибудь не ударить, и смотрит боковое стекло, чтобы не боковое стекло, а боковые эти зеркала, чтобы кому-то плохой пример не показать. Правильно же? По жизни тоже так надо. Вперед-назад смотреть. Алдыңа, артыңа қарап жүріш керек. Қарамасаң, авария болады. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرع حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه имам Аль-Бухари ва Муслим. В этом довольно-таки длинном хадисе передается эпизод из жизни Мухаммада, салям, из жизни его сподвижников. Передает хадис имам Бухари и Муслим, собрали точнее хадис, а передает его Абуль-Аббас Сахаль ибн Саад ас-Сааиди, радаллаху анху. Он говорит, что в битве в день Хайбара. Хайбар — это одно иудейское племя, которое жило в Мекке, в Медине, и у пророка, алейхиссалям, был с ними договор о том, что если язычники будут нападать, они будут вместе защищаться и не будут помогать им. Но они этот договор нарушили. И пророк издал, алейхиссалям, указ, решение о том, что их надо за это наказать и их, значит, проучить, скажем так. Но они жили в таком очень защищенном месте. Крепость была такая. Крепость. И нелегко было пробраться к ним.
И говорит Расулуллах, алейхиссалям, завтра я обязательно дам знамя одному мужчине, посредством которого Аллах даст победу. Этот мужчина, этот человек любит Аллаха и любит посланника Аллаха. И Аллах его любит, и посланник Аллаха его любит. Это вот как бы такая мотивация со стороны пророка, алейхиссалям, да, что будьте готовы, кто-то будет из вас получить, кто-то из вас получит знамя. И люди всю ночь не спали и думали, кто же это великая честь и достоинство заслужит. Когда наступило утро, люди побежали, поспешили к посланнику Аллаха, алейхиссалям, надеясь, что именно он получит знамя. Но никому из них пророк, саллаллаху знамя не дал и спросил: «Айна Али ибн Аби Талиб?» Где находится Али ибн Аби Талиб? Люди сказали: «О посланник Аллаха, саллаллаху, он жалуется на то, что у него болят глаза». Он жалуется на то, что у него болят глаза. Тогда сказал пророк, алейхиссалям, отправьте к нему людей, пусть его приведут. Людей отправили, и он пришел. И тогда посланник Аллаха, алейхиссалям, басака фи айнейхи, дам салмах сделал, да, на глаза у него подул, ишкрып алган, подул, и да'a ляху, прочитал дуа за него. И он тут же выздоровел, и как будто никакой болезни в глазах у него не было. Фа'атаху рая, и пророк, алейхиссалям, дал ему знамя. Тогда Али, радхаллаху, спросил: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, укатилюхум хатта якуну мithляна?» Нам следует бороться с ними до тех пор, пока они не станут подобными нам. Следует сражаться с ними, пока они не станут подобными нам. На что Расулуллах, алейхиссалям, сказал: «Унфуд аля рислик», иди не спеша, двигайся не спеша до тех пор, пока не дойдешь до мест, где они живут. И сначала призывай их, призывай к исламу, чтобы они подчинились Аллаху и посланнику. И сообщи им об их обязанностях перед Аллахом, что надо делать намаз, что надо поддерживать общество мусульман, что нельзя помогать язычникам, что нельзя нарушать договоры. Сначала объясни. «Фаваллахи, клянусь Аллахом, лян яхди Аллаху бика раджулян вахидан», если Аллах посредством тебя хотя бы одного человека приведет к истине, приведет на правильный путь, хайрун ляка, это лучше для тебя, мин хумрин наам, чем красные верблюды. Красные верблюды — это только понимает тот, кто верблюдами занимается. У нас верблюдов нету. Но есть BMW, есть Mercedes. Вот. Это, говорит, лучше для тебя, чем BMW, лучше, чем Mercedes. Вот. Такой привел им пророк, алейхиссалям, пример. Поэтому, исходя из этого, мы тоже должны стараться сначала до людей донести, объяснить, сказать, показать. Если поняли, хорошо, если не поняли, уже разговор будет другой. Разговор будет другой. Вот такие аяты и хадисы. Поэтому дай Аллах нам услышанное применять в практике, не быть беспечными, невнимательными. Мы часть этого общества. Если спасемся, спасемся вместе. Если утонем, тоже утонем вместе. Такой пример приводит пророк в одном из хадисов. Говорит, ваш пример и пример людей похож на людей, которые плывут на корабле. Одни из них на верхней палубе, другие на нижней палубе. То есть Аллах вас возвысил, дал вам иман, дал вам ислам, дал вам Коран. Вы наверху. А есть те, которые внизу не знают этого. И они тоже хотят пить. И просят воды. Если им воды не дать, они сделают дырку в этом корабле и потонут. И они, и вы. Поэтому, говорит, воду давать надо. Надо
призывать и учить, и добру призывать. Если не будешь призывать, утонете и вы, и другие. И этим, конечно, должен заниматься какая-то община, умма, образованные люди. Просто так, без знаний призывать тоже опасно. Должны быть знания. И если хотя бы одного человека с помощью тебя Аллах приведет на правильный путь, это лучше, чем красные верблюды. Все. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям на расулилля. Аллахума аизза l'Ислам валь муслимин, Аллахума аизза l'Ислам валь муслимин, Аллахума аизза l'Ислам валь муслимин, وأذل الشرك والمشركين اللهم استخدمنا فيما تحب وترضى ولا تبدلنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا من الضالين المضلين إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.